15 октября 2010 года появился поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Назван он в честь Лизы Фомкиной. В 2010 году, 13 сентября, в подмосковном Орехово-Зуево пропала 4-летняя Лиза Фомкина. Было известно, что она отправилась в лес вместе с 39-летней тетей и собаками. Их поиски начались только через несколько дней. На поиски выдвинулись около 500 добровольцев. Однако вовремя найти девочку не удалось. Она погибла на 9-й день после пропажи от переохлаждения. Нашли Лизу на 10-й день, опоздав всего лишь на сутки. Трагический случай стал началом работы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Отряд занимается поиском пропавших людей, но при этом не ведет никакой коммерческой деятельности. Все происходит на добровольной основе, взаимодействуя с сотрудниками МЧС и МВД, волонтерское объединение делает все, чтобы вернуть пропавших без вести домой. К счастью, благодаря неравнодушным людям, география представительств «Лизы Алерт» растет и охватывает 59 регионов нашей страны. Принято. Примерно около 2 лет я наблюдала за деятельностью отряда, очень хотела вступить в отряд, но, как большинство людей, думала, что для того, чтобы находиться именно в отряде, нужно много времени уделять этой деятельности, много знать и много уметь. В какой-то момент наступил именно тот момент, когда я понимала, что времени у меня достаточно, и вот я уже хочу, все, я созрела для того, чтобы искать людей. Но, наверное, основной предпосылкой было то, что когда теряются дети, я как мать, для меня это очень прям такой трогательный и страшный момент. Вот это, наверное, было основным таким толчком. И тут как раз получилось так, что в 2019 году осенью я наткнулась на пост ВКонтакте о том, что в конце октября будут учения в Марийских лесах. И я решила присоединиться, начать именно с обучения, свой путь в отряде. Вот. И, в общем-то, с этого, и началась моя деятельность в отряде. Мой волонтерский путь начался, наверное, с того, что в соцсетях города был объявлен поиск человека, которого уже 2-е сутки нет дома, он потерялся в лесу. Требовались добровольцы. Мы решили и поехали на этот поиск. И с того момента присоединилась к отряду. Осталось. Добровольцы – люди, из которых состоит поисковый отряд «Лиза Алерт». Каждый может вступить в отряд, но прежде чем приступить к поиску без вести пропавшего, новобранец должен пройти ряд лекций и практических учений. В отряде есть такое направление, как новичковое. Это курс лекций, который проходит для новичков. Обычно такие мероприятия готовятся заранее. Приходят все желающие, кто хочет вступить в отряд. Они проходят этот курс лекций. На лекции рассказывают обычно, чем занимается отряд, какие направления в отряде есть, как вообще проходят поиски, какое оборудование используется во время поисков. И уже после этой новичковой проходят полевые учения. То есть люди, которые прошли новичковую лекцию, они выезжают вместе со старшими направлений в лесную среду, и именно там уже на практике обучаются всем техникам поиска в лесной среде. На место поисков мы добираемся экипажем, который, соответственно, у нас есть тоже волонтеры-поисковика, которые на автомобиле. Соответственно, бывают такие случаи, что, вот, например, в нашей нету экипажа, нас подбирают Чебоксары, Бурнары, то есть, если попутное направление. К сожалению, люди теряются относительно часто, и в основном это люди одной возрастной категории. Чаще всего это, наверное, предпенсионный возраст и пенсионный возраст. Если брать статистику, 70% это в основном возраст от 18 до 65 лет, основная масса. Но чаще всего это люди как раз за 45, ближе к пенсионному возрасту. В нашем регионе, слава богу, дети теряются реже, чем это происходит в других регионах. Резонансов у нас, слава богу, не было. И всегда, чаще всего это найдены живые дети, то есть не погибшие. Такие ситуации тоже бывают, но они крайне редки. Если мы берем статистику 2021 года, то от общей массы примерно 8% это всего лишь дети. У родителей с детьми должны быть обязательно доверительные отношения. То есть нужно интересоваться жизнью ребенка, знать его окружение, его друзей,
в каких социальных сетях он сидит, в каких группах состоит, потому что очень много в социальных сетях групп, которые вербуют детей, допустим, да. Вот. Если ребенок дошкольного возраста, либо начальные классы, то детям обязательно нужно говорить о том, как себя вести в случае, если ты отстал от мамы или от папы. Такие лекции у нас тоже проводятся, то есть у нас есть такое направление отдельное в отряде, школа Лиза Алерт называется. Там любой детский сад, любая школа может подать заявку через горячую линию 8 800 754 52 на то, чтобы наши поисковики приехали и рассказали, как должны вести себя дети в случае, если они потерялись. Также на родительских собраниях проводится курс лекций для родителей, что делать и как себя вести в случае, если ребенок потерялся. То есть здесь профилактика есть в отряде, то есть есть специальное направление, которое проводит профилактику. У поискового отряда «Лиза Алерт» за спиной уже множество историй пропавших без вести. И, выходя на очередной поиск, никто не знает, чем он обернется. Пропал без вести человек, ушел в лес и не вернулся. Точка входа в лес была с одной стороны леса, предполагаемая точка выхода по свидетельствованию была в другой точке. Это 66 километров от одной до другой точки. И когда уже группы начали сворачиваться, на обратном пути группа нашла без вести пропавшего, к счастью, вовремя. Самый запоминающийся поиск был, наверное, это в самом начале, когда я только вступила в отряд. В тот же день после учений мы поехали на поиск бабушки в Заволжье. Для меня это были такие одни из масштабных поисков, потому что привлекались и сотрудники МЧС, сотрудники полиции. Лес был очень сложный. Поиски продолжались с 11 ночи примерно где-то до половины 3 утра. Вот. Я была в группе с кинологом, с собакой. Для меня это было вообще впервые. И в конечном итоге мы бабушку нашли. Вот, живой, слава богу, здоровой. Ее сотрудники МЧС эвакуировали. И по завершении этого поиска всех поисковиков и сотрудников полиции награждали. Вот, на День полиции как раз было награждение. Вот для меня это был такой самый запоминающийся поиск именно в плане масштабности. Когда поиски уже безрезультатны и кажется, что человека не найти, в последний момент потерявшимся удается самим найти дорогу домой. В 2020 году, в августе, мы искали, если я не ошибаюсь, это, по-моему, Шумерлинский или Вурнарский район был. Там дедушка потерялся, старше 80 лет. Он диабетик, ушел за грибами, без лекарств, вообще препаратов с собой не было. Обратились к нам на вторые сутки, только то есть сутки он уже был в лесу. Мы его искали. Были предпосылки к тому, что, скорее всего, он уже сидит, то есть он уже не может ходить, потому что он больной. Вот. И он нашелся сам, то есть вот вторые сутки мы искали, был активный поиск в лесу, прочес, не нашли, то есть результатов никаких не принес этот поиск. А на второй день собирались снова выезжать, и днем он вышел сам. То есть на третьи сутки он вышел сам, живой, здоровый. Это было вообще удивительно. Потеряться можно не только в лесу, но что делать человеку в городе, когда он не знает, как найти дорогу домой? Если человек потерялся, и он не знает, куда, в каком направлении ему идти, он всегда может обратиться за помощью к прохожим. Это первое, да. Второе, у нас есть такие пункты в магазинах «Пятерочка», островки безопасности. То есть вы заходите в «Пятерочку» и говорите: я потерялся, я не знаю, куда идти. Все сотрудники магазинов «Пятерочка», они проходят инструктаж необходимый, как себя вести в случае, если такой человек встретился, либо такого человека привели, который потерялся. Либо можно позвонить на службу 112 и сказать, что я потерялся, нахожусь там-то, там-то, не могу связаться с родственниками. Вот. Но в городской среде чаще все-таки теряются люди пожилого возраста с деменцией, то есть потерей памяти. Как действовать, если у вас пропал родственник, и что нужно знать, если вы потерялись в лесу? Для того, чтобы начались поиски, необходимо родственникам или близким
подать заявление в полицию обязательно. Без заявления в полицию отряд к поискам не приступает. Либо позвонить на номер телефона 112. Звонок тоже является официальным заявлением. Очень многие люди думают, что заявление нужно подавать спустя 3 суток, как после того, как человек потерялся. На самом деле такого правила не существует. Заявление необходимо подать незамедлительно, как только вы обнаружили, что родственник не выходит на связь в ближайший час. Часто полиция привлекает нас попутно к поискам. То есть, если не от родственника, то полиция просит разрешения у родственников, и полиция сама нас привлекает к поискам. Заявку принимает информационный координатор и начинает собирать всю информацию о потерявшемся. Попутно формируются экипажи, и в чате, где находятся все поисковики, происходит формирование экипажа, и люди уже ждут старта, когда объявят старт на поиск. Обычно это происходит в течение 40 минут либо часа. Зимой поиски усложняются тем, что мы очень зависимы становимся от погодных условий. То есть, если, допустим, потерялся человек, и после его пропажи прошла метель, то чаще всего такого человека очень сложно найти, потому что заметает следы. И радиус поиска становится очень большим, то есть приходится большие территории проходить, чтобы его найти. А если его запорошило снегом, то есть накрыло снегом, и он где-то в сугробе, то вероятность того, что мы найдем, вообще минимальная. Плюс низкая температура. Здесь каждая минута на счету. При минус 10, допустим, ниже минуса 10, сложновато уже найти человека. И вероятность того, что живым найдем, тоже очень маленькая. В любом случае, если человек потерялся, неважно, зима, осень, весна или лето это, необходимо оставаться на месте. Как только вы понимаете, что все, вы сбились с пути и обратную дорогу найти не можете, необходимо остановиться. Если есть с собой телефон, то позвонить в службу 112. Можно там же по телефону 112 попросить привлечь поисковый отряд. Операторы чаще всего проинформированы про поисковый отряд. И постараться сделать укрытие, где можно будет переждать то время, пока вас будут искать. Если есть с собой спички и зажигалка, то можно развести костер. У нас есть такое направление в отряде, лес на связи называется. Они могут запеленговать телефон потерявшегося и отправить туда автономную группу, и оттуда вывести человека. То есть в этом случае человеческих ресурсов будет меньше затрачено, потому что его могут найти по сотовому телефону. Если вы неравнодушны к судьбам потерявшихся людей, то каждый из вас может вступить в ряды поисково-спасательного отряда. Чебоксарский отряд решил открывать отделение в Канаше, и в феврале 2019 года была организована новичковая для всех желающих. У нас есть бесплатная горячая линия, которая действует по всей России. 8 800 754 52. Вы можете позвонить на этот номер телефона, и оператор уже отправит в тот регион, с которого человек звонит. И без проблем мы всем рады.